Сегодня уфимского кассира, присвоившую 6,5 миллионов рублей, арестовали. Следствие считает, что обвиняемая может скрыться до вынесения приговора, поэтому оставшееся время, это примерно 2 месяца, 39-летняя Лилия Азнабаева проведет в следственном изоляторе. По версии следствия, женщина выносила деньги из банка в течение месяца. Недосдачу обнаружили в ходе ревизии. Накануне проверки кассир похитила последний 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Все подробности в материале нашего корреспондента. Уставшая и еле сдерживающая слезы, Лилия Азнабаева впервые с момента начала расследования появилась перед объективами камер. До слушания следователя допрашивали старшего кассира банка «Открытие» 2 суток. Не о такой славе мечтала начинающая фотомодель. На заседании подозреваемая отвечала лишь на вопросы судьи, игнорируя журналистов. Вы выносили эти деньги вообще? Как вы считаете, вас могли подставить? Вы решили подражать Луизе? Следователи настояли на аресте старшего кассира сроком на 2 месяца. Мол, женщина может воспрепятствовать расследованию, оказать давление на свидетелей и даже скрыться. Защита Азнабаевой, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте, якобы из-за проблем со здоровьем. Но доказательства суду предоставлены не были. В итоге Фемида удовлетворила ходатайство следователей. Суд постановил избрать в отношении обвиняемой Азнабаевой Лилии Гафуровны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. То есть до 24 сентября 2019 года. Поддержать Лилию в здание Калининского суда никто не пришел. Известно, что у 39-летней женщины нет семьи. В этом доме, в Сипайлово, и проживал старший кассир. Здесь она купила квартиру недавно, говорят соседи. Но на лестничной клетке, где находится квартира Азнабаевой, жильцы уже и слышать не хотят ее имя. С момента преступления прошло всего лишь 2 дня, но журналисты успели не столько атаковать соседей кассира с вопросами, как надоесть. За общими дверьми тишина, а звонки уже сняты, за исключением квартиры той самой Лилии. Спускаемся на этаж ниже. Из заброшенных там жильцов узнал ее лишь 1 человек. Судя по отзывам, женщина была не особо общительной. Но именно в день, когда она вынесла последний 1 миллион, даже соседи заметили изменения в поведении. Она где-то 6-7 месяцев живет здесь, что ли. Буквально вчера нет, позавчера домой пришла утром. Ну, она вот первый раз, вот даже мы в лифте виделись с ней, она ни разу мне привет, не пока, там, даже вот после этого. Вот вчера вот, короче, как-то она мне вот здравствуйте сказала, прошла удивительно. А вот в продуктовом магазине у дома кассира они отзываются только положительно. Продавцы успели даже познакомиться с Лилией. Они не верят, что она могла украсть миллионы, ведь сотрудницы магазина знают ее как обеспеченную, но добрую женщину. Женщина приятная во всех отношениях. Она всегда настроение было. Ей нравилась эта квартира, ей нравился этот двор. Мы даже не верим, что это она могла сделать просто-напросто. Пивной ни разу не покупала. Ни пива, ничего она не покупала. Это печенье, это там мороженое, молочка. Сейчас причастность Азнабаевой к краже выясняют следователи. Как женщине вообще удалось украсть деньги, минуя службу безопасности, эксперты поясняют. Здесь так же, как и в случае с Луизой Хайруллиной, сработал человеческий фактор. Лилия работала в банковском деле более 20 лет и в должности того же старшего кассира. Ей, как и Хайруллиной, доверяли, но особо не проверяли. Это работа на доверии. В банке, тем более в кассах, где идет пересчет денег и вообще работа с живой наличностью, доверие крайне негативный элемент. Здесь классическая формула «доверяй, но проверяй». Поэтому проверять, видимо, надо чаще, и это хороший урок для всех остальных. Похищенные деньги еще не нашли, а Лилия хранит молчание, как и ее коллега из Салавата. Напомним, в ходе ревизии в Уфимском банке «Открытие» не досчитали 6,5 миллионов рублей. Выяснилось, что кассир в течение месяца выносила деньги, а накануне проверки похитила последний 1 миллион. Сейчас в отношении Лилии Азнабаевой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Радмир Азнабаев, Тимур Каюмов. Новости. Уфа.